фильм Винсана Гримийона. Повелители духов. Хасан, киргизский Беркутчи. Я спал, и снился мне орел. Прекрасен был его крик, его пух белее лебедя, его крылья ярче золота. Его клюв смертелен, его когти сжимают, как сталь. Я привязал к его когтям шелковую ленту. Я держал его в юрте много дней и ночей, и не было других птиц в небе, и не было зверей в долине. Так все боялись и дрожали перед ним. Человек, я, твой Бог, говорю с тобой. Я даю тебе эту птицу, она поймет твой язык, она будет помогать тебе всю твою жизнь. Корми ее хорошо, держи ее в холе, и будет приносить тебе добычу, а иначе убьет тебя своими когтями. Хасан – один из последних беркутчи в Центральной Азии. Он знает наизусть эту поэму тысячелетней давности. Каждый день он благодарит Аллаха за этот дар, символ божественной власти. Для этого потомка киргизов, народа, являющегося помесью тюрков и монголов, отношение с беркутом – это настоящий роман. Он поймал 4-летнего беркута в прошлом году. Хасану 62 года, и его единственной страстью является охота по обычаям, заложенным его предками 3000 лет назад. Хасан покажет птицу еще более опытному беркутчи, живущему ниже, в долине. Он гордится своим роскошным приобретением. Он закончил тренировать птицу и только начал охотиться с ним. Кыргызстан окружен малоисследованными горами. Горная цепь Тянь-Шань, Небесные горы, является одной из самых красивых в Центральной Азии. Здесь обитает множество прекрасных видов птиц и животных. Только самые морщинистые пастухи, живущие высоко в горах, способны постичь тайны этих вершин. Ару – воспитатель беркутов, почитаемый всеми. В свои 72 он больше не охотится в горах. Беркуты слишком требовательны. Двое мужчин рады встрече. Они не виделись больше 2 лет. Старый учитель осматривает животное. Он впечатлен его размерами и силой. Они разговаривают о воспитании.
Хасан слушает каждое слово и следит за каждым жестом. Советы Ару на вес золота в обучении молодого беркута. Ару уже не так силен, как раньше, и предпочитает охоту с соколами. Они требуют меньше усилий и легче приспосабливаются к новой среде. Двое друзей решают отправиться на охоту к берегам близлежащего озера Иссык-Куль. Но сначала они выпьют традиционный киргизский чай. Они возьмут с собой только сокола. Беркутов используют в горах при охоте на лис и волков. К тому же колючий кустарник вдоль берега озера может повредить крылья птицы. Именно бережное отношение к прирученным птицам создало репутацию старому учителю. Поохотившись с птицами несколько лет, Ару обычно отпускает их на волю. Но птицы доказывают свою привязанность учителю, прилетая к нему каждую весну. Охотники подъезжают к озеру Иссык-Куль, одному из крупнейших пресноводных водоемов в мире, расположенному на высоте 1600 метров. Ару знает, что главным оружием охотника является терпение. Крайне важен период наблюдения. Нужно следить за малейшими движениями на плато. В знак уважения к соколу Ару позволяет ему питаться самостоятельно, так как ловчая птица должна сохранять охотничьи инстинкты и удовлетворять свой аппетит. В этом регионе отличная охота, и Ару получает удовольствие и мясо от каждой поездки. Весна. Только начал таять снег. Хасан скоро сможет отправиться через перевалы, чтобы охотиться с беркутом. Зимой от снега свободны только берега Иссык-Куля, теплого Киргизского океана. Выше в горах огромные сугробы блокируют перевалы.
У себя в деревне, около чибанской юрты, Хасан учит своего внука Азата искусству беркутчи. Мальчик должен выучить эти благородные приемы, чтобы когда-нибудь тоже управлять беркутом, символом храбрых воинов и вождей. Старик объясняет мальчику, что беркут мощными когтями способен переломить хребет своей жертвы. Это главное оружие птиц, и Азат должен уметь ухаживать за когтями беркута. Хасан учит внука, как держать полоску кожи, чтобы быстро выпускать беркута, когда птица готова броситься на добычу. Очень немногим людям удается сблизиться с этим агрессивным хищником. Кожаный капюшон, сшитый хозяином по мерке, делает птицу похожей на воина. Но на самом деле он, ослепляя, делает беркута более послушным. Азат мечтает о своем собственном беркуте. Он надеется в будущем стать великим беркутчи. Дедушка подарил ему сеть и показал, как устраивать ловушки на птиц. Березонька, я знаю, зябка на ветру. Хочешь, я тебе родная, слезоньки утру. Березонька, я знаю, зябка на ветру. Хочешь, я тебе родная, слезоньки утру. Этот голубь послужит отличной приманкой, и множество птиц уже попадались в эту ловушку.
Мечты Азата развеялись. Поймать беркута непросто. На это может уйти несколько лет. Ты стоишь вдали от леса, над дорогою. Ты всегда зимой и летом одинокая. Хасан не хочет, чтобы внук расстроился из-за неудачи и берет его с собой на охоту в горы. Жазмыш дейбиз, жалгыз дейбиз, эй тагдырды. Жалгыз жытту, айдан калды көрүнбөй. Тийнек кылдык басабыз деп ойкырды. Тагдыр деген татал жолдон эй бөлүндү. Ақташтың алдындағы бадалда көтерді. Көлбелдеп қояды, сол көлбелде болады. Внезапно на перевале появляется молодой волк. Финалды кетті. Бұндай атылды. Biraz. Выпустив беркута, Хасан бежит за ним не столько для того, чтобы не потерять в долине, а чтобы помочь птице возобновить полет. При 2-метровом размахе крыльев стартовать с земли довольно сложно. Молодой волк не дает легко себя поймать и благодаря своей ловкости ускользает от мощных когтей. В утешение 2 охотникам Айтмакан, жена Хасана, организует в юрте небольшую игру. Игра «Таргус-Кагол» основана на счете и завоевании фишек противника. Здесь, в горах, образованием детей занимаются дедушки и бабушки. Родители слишком заняты работой на далеких пастбищах высоко в горах. Қаншадан? 9-дан, а? 9-дан салыш керек. Өді көтеріп тасты, тасын көз.
Хороший охотник охотится в одиночку, любит повторять Хасан. Больше всего он любит взбираться со своим беркутом на горные хребты. Он часами идет по горам, переходя из долины в долину. Беркутчи знают, что в это время года лисы спускаются в долину в поисках еды, и гребень служит прекрасной точкой обзора. После нескольких часов трудного подъема с 7-килограммовым беркутом на руке Хасана начинают одолевать сомнения. Ранней весной лисы попадаются редко. Внезапно он замечает лису. Голубые глаза Хасана видят почти так же остро, как и глаза его беркута. Охота началась. Лиса — трудный противник и легко не сдается. Хасан заметил, что добыча убегает ниже по долине. Они застали лису вдалеке от норы. Охотник знает, что ему хватит времени поднять беркута и выпустить с гребня горы. После второй попытки беркут сам поднимается в воздух и возвращается к старику, чтобы вновь отправиться в полет. Хорошо тренированная птица ждет появления хозяина, чтобы не испортить мех. В награду птица получает возможность поиграть.
таза куттума. Hayır. Охота с беркутом в Кыргызстане – почитаемое занятие. Взаимное уважение человека и животного облагораживает этот дар богов. Искусство беркутчи и спустя 3000 лет остается поэмой, исполненной смысла. На русский язык фильм дублирован компанией «Видеофильм».